В антиингушских провокационных пабликах усиленно распространяются обвинения и упреки в адрес ингушского народа в якобы незаконном присваивании ингушами якобы двух чеченских районов – Сунжинского и Малгобекского. Особенно активно эта тема тиражировалась ичкерийскими властями еще в начале 90-х. В связи с вводом российских войск в Ингушетию, чеченский парламент обвинил Россию в агрессии против Чечни. В принятом чеченским парламентом заявлении утверждается, что Сунженский и часть Малгобекского района никогда не входили в Ингушетию, а являются исконными чеченскими землями. На эти необоснованные обвинения, нисколько не подкрепленными историческими первоисточниками, далее продемонстрируем архивные материалы, указывающие на хронологию принадлежности тех территорий, на которые ошибочно и необоснованно претендуют злопыхатели из числа некоторых представителей чеченского общества. К числу этих населенных пунктов относятся такие, как Слепцовская, Троицкая, Карабулак, Нестеровская и некоторые другие. Будут приведены доказательства об исконной принадлежности этих земель ингушам. В книге «Нагорная Ингушия», изданной в 1928 году, на странице 76 указывается, что до середины XIX века в этих поселениях проживали ингуши, но уже после Кавказской войны царская администрация выселяла ингушей из этих селений и заселяла туда казаков. Исконно ингушские поселения утратили свое первоначальное название и подверглись переименованию. Так, Ахборзе стал называться Нестеровская, Илдар-Гала, Карабулаком. Также на месте ингушских селений воздвигнуты казачьи станицы Троицкая и Слепцовская. Об этом также указывал чеченский историк Тимур Музаев в своем труде под названием «Этнический сепаратизм в России», изданном в 1999 году, на странице 143. В 1860 году на ингушских землях были основаны казачьи станицы, такие как Карабулакская, Фельдмаршальская, Новосунжинская и другие. В книге под названием «Труды местных комитетов», том 52, Кавказский край, изданный в 1903 году, присутствует текст ходатайства терских казаков от 1902 года с требованием выселить ингушей из районов Сунжинского отдела, а именно из таких селений, как Карабулакской, Троицкой, Слепцовской и даже Осинской и Михайловской, ныне город Серноводск, причем можно заметить, что казаки просили выселить из этих станиц именно ингушей, а не чеченцев, поскольку в данных селениях исторически проживали ингуши. После падения монархической Российской империи и прихода к власти большевиков, на ингушских землях был сформирован так называемый Сунжинский казачий округ, как отдельная, самостоятельная административно-территориальная единица, не входившая ни в ингушскую, ни в чеченскую автономные области. И затем, эта часть территории, невзирая на то, что исторически там проживали именно ингуши, в 1929 году эта территория вошла в состав Чеченской автономной области и была в составе Чечни лишь только 5 лет, до 1934 года, до слияния Ингушетии и Чечни в единую Чечено-Ингушскую автономную область.